Артем, иногда ты воюешь, но мы тебя поддержим. Спасибо, На Сам. расстоянии, но все равно. Спасибо. И просим Всевышнего Аллаха, чтобы тебя уберег Да, все хорошо будет. от всего плохого. Да. Друзья, я всех приветствую. Хамди, меня зовут Артем, и я сегодня в гостях у Саида Абдуллаха Бедери. Это очень уважаемый человек в Ингушетии, здесь, на Северном Кавказе, который решил проявить свое гостеприимство, пригласить к себе в гости. Уже сидим за настоящим ингушским чаем. Здесь всегда так встречают, и не нужно удивляться, потому что у русских что такое чай? Это конфеты, тортик, да, а у ингушей на столе всегда, там, в целом Ингушетии мясо обязательно. Вижу холодец, кстати, первый раз. Это у нас любят на Алтае холодец, в Сибири у мамы. Фрукты, ну и, конечно же, самое главное, ингушский хлеб, а куда без него. Приветствую, Саид Абдуллах. Взаимно, Да. очень приятно. А как у вас короткое имя, если вот Ну, просто можно называться Абдулла. Абдуллах, да. Рассказывайте, как вы здесь живете, о своей семье. Я думаю, моим подписчикам будет интересно послушать, потому что вы же не ингуш, да, по своей национальности. Как так получилось, что вы оказались в Ингушетии? В какой момент это все стало? Ну, в начале 20 века, где-то в 1904 году, мой дедушка был имамом и смотрителем мечети Набави пророка в Медине. Я потомок пророка. Я араб, но с ингушским сердцем. Потому что воспитывался на ингушских обычаях, с ингушами вырос, жил. Да, можно добавлю. Я русский по своей национальности, да, христианин по религии, но когда я в Ингушетии, я всегда всем говорю, я ингуш. И у вас также, да, поэтому одинаково. Так. И получилось так, когда паломники приехали в это самое, с Ингушетии, там было 2 человека с Осетии, из Чечни, человек 15-20 паломников. И как сейчас, там лимит был, и граница была закрыта. Тогда была Турецкая империя. Угу. А отец был офицером, он свободно владел арабским, турецким, французским, фарси языками. Это потом, когда приехал сюда, выучил ингушский и русский языки. И он, когда сдал смену, уже ехал домой, смотрит, граница закрыта, шлагбаум, столько проехали, и паломников не пускают, и даже пешком ходили. Угу. И он открыл шлагбаум, пропустил всех. Через несколько дней, и когда, ну там, как сейчас, не было же ни телефонов, ничего, и получилось так, что спросили, какие новости, что сказали, арестовали заложников, и если тот человек, который не открыл шлагбаум, не пойдет, то накажут. Угу. И отец подошел к своему отцу, дедушке моему, и сказал, это я, говорит. Он говорит, ты не имеешь права, чтобы за тебя кого-то там наказали, тебе надо, говорит, подойти. И он пришел, и турецкий офицер вышел, он говорит, отпустите людей, это я. Тот выхватил оружие, а отец, я, говорит, с детства был дедушка еще приученный оружию, к лошади, и вообще... И я выстрелил, чтобы выбить у него оружие. Выбил я оружие, но рикошетом пуля попала в него. А по мусульманским обычаям там нужно было или же кровная месть, или же... Если не прощают, то 15 лет надо было скрываться. В это время появились как раз паломники. Я и по отцу потомок, а по бабушке то же самое, Курайшит. В общем, мы от Али, от сына, внука пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. А моя бабушка от брата Али, от Ахиля. И отец 2 года там, в общем, скрывался в Иордании, у своей по матери родственников. Потом с Карачаева-Черкесии приехали паломники, они попросили моего дедушку, чтобы он для бараката, чтобы среди них немного пожил, приехал. И он там был. Потом был шейх Казим Муса Накшибанди, это великий аулия, шейх, чеченец. Он жил в эмиграции там в Иордании. И он оттуда, в общем, когда приехали чеченцы на паломничество, он им сказал, там Саид Хамзат. Он, в общем, когда он делает дуа, Аллах все время дает баракат после его дуа. Поэтому было бы хорошо, чтобы он был бы у нас. И они его попросили, в общем, упросили. Он приехал в Чечню, женился, жил там.
А потом, когда это самое, начали там репрессии в 1912 году, и когда вот, шейх Бамат Карим Митаева, других начала они выселять, в общем, ссылку. Его тоже написали, что он скрывал Зелимхана. Да. Абрека, да? Да, Абрека Зелимхана скрывал, мол, то все. Ну, и шейх Дини Арсанов, они дружили вместе с ним, очень были близкими друзьями. И фактически у меня в роду не только это как потомки пророка, а это накшбандийский тарикат и шейхи. У меня 12 шейхов в роду от Али еще. И ученых алимов много. И были имамы Маджиди Намави, и вообще это. Все мои родственники сейчас там живут. Это здесь мы с братом, а все там. Мы за границей. В итоге шейх Дини Асанов послал ингушей. Они в Ростове, в Эшелоне подкупили охрану. Отца сняли, и он в Ингушетии временно скрывался, а потом записали его племянником Газдиевых, и он остался здесь. Потом женился на ингушке. Тоже дети были. Потом вторая Медова была. Первая Акадаборшева, потом Медова, третья Аздоева, четвертая Манкиева, пятая моя мать Ахриева. Но когда отец начал свататься к матери, получилось как? Жена и трое детей. Нас не выселяли фактически. Ну, в 1937 году, правда, он в 1926 году собирался уехать домой. Но ингуши во главе с Атаби Мулла Дарсигов был Чермень, сейчас Базоркина, короче. Он пришел из села, все село, и просили отца остаться хотя бы на 5 лет. Он остался. Вы проживали, получается, в пригородном районе? Да, в Барсуках. Вот, да. И когда он остался, потом получилось, что в 1929 году убили черноглазого первого секретаря обкома Ингушского. Начали преследовать религиозных опять. И он скрывался. Потом коллективизация, 1932 год, опять начали. В 1937 году арестовали и хотели расстрелять его, потом с ним двоих расстреляли. Но получилось, следователь оказался дагестанец, ученый-арабист, и сын ученого-арабиста. И он вызвал отца в кабинет, говорит, я ничего не могу сделать, говорит, я боюсь Аллаха, говорит, но завтра утром вас расстреляют, говорит. Единственное, что я сделаю, говорит, я ночью опять вызову тебя на допрос, как будто это самое, ну, не допрос, а кабинет, и поставлю охранника, как будто по делу выйду, а окно будет, мол. И он, отец показывал по Куйбышеву улице, где Кавказе, вот это, говорит, вот здесь была щека, говорит, и, короче говоря, он потихоньку снял стекло, да, и выпрыгнул. Там вообще, я даже удивился, как он допрыгнул до этого дерева. Ухватился за сук, в общем, слез с 3-го этажа, выпрыгнул. 4 года скрывался в Чечне. Я сейчас поддерживаю с ними родственные отношения, из-за отца, мы считаемся как братья. После этого, в 1941 году, уже война началась, его освободили, ничего, там уже помогли, чтобы не было. А в 1944 году выселяли, отец добровольно уехал. Хотя ему это самый комендант, мы не имеем права вас репрессировать, у нас указ чеченцев, ингушей, вы араб. Он говорит, я из этих чеченцев, ингушей лишился могилы пророка, родителей, и поэтому, если я с ними разделю их участь. И вместе с семьей уехал туда. В Казахстан, да? Да. И там получилось, что жена и 3 сыновей умерли в Казахстане. Старшая жена и 2 дочерей остались. И в один день, в общем, смотрю, говорит, дверь открылась, зашла мать, а я, говорит, вроде не спал, ничего. Я знаю, что она умерла. Я говорю, мать, ты же умерла. Срочно есть Ахриева, вот так написать. От нее у тебя будет баракат, ты должен на ней жениться. Раз, мать, никого нету. Он быстро выскочил, поспрашивал людей, да, действительно, говорит, осталось, муж умер, мать умерла, брат умер, она осталась, она с дядей по матери. И он послал сватов. Они удивились. Те пришли, говорят, нам, мол, жалко стало девочку, ей 27 лет, 80 лет. Она, говорит, заплакала, мол. Ну, если заплакала, говорит, значит, согласна, говорит, идите обратно.
если бы, говорит, смеялась, то действительно не согласен. Ну, они пришли, мать потом рассказывала, я, говорит, смотрю, говорит, дядя растерянный, как это люди скажут, пришла сирота, он отдал за старика там. Я ради Аллаха, мол, выйду за него замуж, чтобы ему помогать. Вышла за отца замуж, через 10 месяцев родила старшая сестра, в прошлом году умерла. Еще через 1,5 года родила вторая сестра. Потом мой старший брат, но он 2 года 8 месяцев умер. Потом родился я, потом родился Саид Али. И вот нас сегодня до 61 года жили в Казахстане, в 61-м перебрались в Владикавказ, поселок Карца. Сегодня, я не знаю, отца, вся Ингушетия, Чечня и вообще мусульмане сильно уважали его. И его слово было для них закон. Но он всегда вел праведную жизнь, никогда в жизни не пил, не курил, прожил почти 120 лет. Ничего себе. И он меня все время воспитывал. Никогда не иди, говорит, против власти и никогда не старайся идти во власть. Потому что залезешь, обратно вылезти трудно. Я работал на стекольном заводе, молодой, 22-23 года. Был старший инженер-диспетчер стекольного завода. И в один день парторг вышла, Рогозина. Абдуллах Мазарович, как я рада, что вас встретил. Я говорю, что встречался, что ли? Да нет, говорит, мы решили, говорит, правком согласен, обком согласен, не, правком, правком и дирекция согласны, райком согласен, горком согласен. Обком дает добро. Я говорю, ну что? У вас техническое образование, вас направляет, говорит, Камышинский строительный институт, заочно. Через 2 года замдиректора по общим вопросам уходит на пенсию, говорит, эту должность обком оставляет за вами. Я говорю, заманчиво, я говорю, но я знаю другое. Вы знаете, что я не был, я говорю, ни комсомольцем, ничего. Да, мы знаем. А как без кандидатского стажа? Ну, обком дает добро, говорит. Ну, ладно, я говорю, только я не согласен. Почему? Потому что через полгода скажете, я говорю, вы должны в партийной работе, давай в райком, потом оттуда в горком, а потом на артистическую работу. Я откажусь. И исключенный из партии с этим пятном, я говорю, я не выдержу. Ты не понимаешь, говорит, свои выгоды, понимаю, я говорю, ну не надо. И так все время меня тянули туда, куда-нибудь политически. Сейчас вот совет старейшин должен, говорит, зампредседателя. Нет, я говорю, я не пойду. Почему? Я еще молодой, я говорю. Можно вопрос? Да, это, конечно, боль, как вы знаете, для всего ингушского народа. Это не только депортация, которая произошла 23 февраля 1944 года, но еще и конец октября, начало ноября, после распада Советского Союза, Да, 1992 года. Так как вы проживали в пригородном районе, как вы сказали, в Карца, вы там находились в это время, да? Да. И вы здесь оказались уже в Карабулаке, потому что там вот из-за этого конфликта вы вынуждены были покинуть эту землю. Получилось так. В принципе, я был все время против этих конфликтов и призывал, нужно мирно договариваться. Дипломатией. В любом случае, да, дипломатическим способом. Тем более, что сегодня наши ребята уже начали в парламенте, в Госдуме, всегда Верховный Совет был. Надо дипломатически надо заниматься. Я говорю, силовым методом мы не решим этот вопрос. Конечно. Лично виню в этом все время Галазова, потому что я его знаю. И я знал его еще раньше, тем более, когда он был ректором университета Северо-Осетинского. Он негласно было указание его ингушам ставить оценки за деньги, осетинам только за знания. Понимаешь, это было специально, чтобы не было грамотных людей. Но ребята в любом случае начали разъезжать, везде учиться. Сегодня очень много грамотных ребят. Вот тоже пример сидит. Ну, да. Но самое главное, что 26 апреля 1991 года Ельцином был подписан закон о реабилитации репрессированных народов, по которому земли ингушей, да, и в целом репрессированных народов должны быть, вернуть их должны. И это ведь не провокация, это не нарушение законодательной правовой базы Российской Федерации, потому что закон до сих пор в действии, но он не исполнен. Правильно же? Правильно. И именно по этой причине, можно так сказать, вот в 92 году, осенью, той самой черной, да, по-другому не назовешь, трагичной, чтобы не исполнить этот закон, чтобы сорвать его исполнение и не возвращать исконно исторические земли ингушей,
А вот Галазов спровоцировал, обвинив ингушей, как вы знаете, Да. потому что я это все проверил. А то ингуши, говорит, ночью напали. Не было такого. Нет, Просто это- не было такого. Да и сил не было в ингушей в то время напасть. оружия не никакой, было. И Да. оружия не было, и армии не было. Я скажу другое. Когда я как раз был ответственным дежурным на заводе, ночь с 30 на 31. Если бы я знал бы, что это самое там нападение или что-то, я же не пошел бы на работу. Конечно. Вот. А в эту ночь они провоцировали, обстреливали Куртат, Дачное. Да, так тоже написано в постановлении Так, прокурора. и были провокации, но это выстрелы слышал, но я все равно до утра был ответственным дежурным, инженер-технический рабочий. И утром, когда я ехал домой, меня остановили. Уже на посту, подъезду к Корца, там, и останавливают. Я говорю, что такое? Да ничего, говорят, вы куда? Домой? Ну, езжайте. Ничего не сказали. А оказывается, уже все было подготовлено, везде это самое подготовили, куда это самое арестовать людей, куда в мединституте сделали это самое подвальное помещение, там потом в Айрамадаге, в других местах людей это самое, чтобы закрыть. Подготовка шла полным ходом. А чтобы закон не исполнить, нужно было спровоцировать это самое. Конечно. Я в 93-м году, я после... и в эти события, когда все это случилось, я был непосредственно участником, я был там до конца. Если просто выехать или что, люди сказали, если отец с ними разделил, так как... А оружие было что у людей? У нескольких человек был там двухстволки, там, в одних палки и все. Ну, танков не было, вертолетов Ни не было, танков, ни самолетов не вертолетов, было. ни автоматов, ничего не было. БТРов там, да, Не то, что было описано ничего. было, это ложь. А полностью было это самое, все села окруженные, были снайперы, стреляли. И по сегодняшний день 400 с лишним человек нету. А еще Но- многие без вести пропавшие. Без До вести сих пор пропавших их не много. нашли. И помимо этого неопознанные похоронены. Я просто был в Назаране на кладбище, и тот, кто смотрит за всем, да, за порядком, я поинтересовался, что за могилы. А он говорит, здесь нет могил, это просто Камень, да. камень с именем, фамилией без вести пропавшего. То есть, если вдруг найдется, то место Да. здесь. И это мне было не по себе. Ну, то есть, это страшно. А надгробные плиты с надписью «Неизвестный ребенок», «Неизвестная обезглавленная женщина», «Неизвестный мужчина», и все молодые. Там, Молодые. да. Я первый инфаркт получил там, когда это самое хоронил этих людей, вытаскивал оттуда. И возле Дома культуры, там была площадка. И мы там хоронили, я за урок был Мулла Карца, мы вдвоем хоронили людей. Ну, раньше хоронил людей, но такое это самое, первый раз, понимаешь, это Не очень... представляю. что было. Потом мы перешли, короче говоря, людей взяли заложников, увели многих. Ну, я ушел просто. Спутник, потом перебрались, спутники были. За мной прислали 2 раза сын шейха Арсанова, Арсанова. Ильяс, прислал за мной БТР. Ну, я там смотрю, дети маленькие, все это самое. Я их всех туда засунул, чужие, свои, и отправил со спутника. 2-й раз прислали, я тоже отправил, я не вышел оттуда. Я в конце, где-то в конце октября уже, когда мне сказали, хотя тебя ищут, чтобы для обмена. И я потом в колонии пристроился, вышел оттуда. Когда я вышел, я не остался в Ингушетии, я хотел остаться, но меня Ильяс Дениев насильно, нет, говорит, давай в Грозный, потому что здесь люди очень трудно живут. Я действительно в Грозный, семью обосновал в Грозном и сам хотел уехать к родственникам, они позвонили, мол, приезжай. И хотел уехать туда. Но получилось так, что у меня Билан Хамчиев и Хаджи Мурат Хамхоев. Хамхоев был представителем при президенте, а Билан был замом. Мол, Абдулла, у тебя национальность араб в паспорте, тем более ты непосредственно участник, видел все эти события, что там творилось. Мы тебе дадим удостоверение зам по делам религии. Можешь, мы сделаем буклеты, чтобы озвучить это посольство, там это все. Я говорю, ладно, хорошо, останусь. Остался. Был Белозерцев, по-моему, депутат высокий такой, это самое. И как раз он пришел, мы с ним разговаривали, он намного раскрыл глаза, как это, что было, что было. Ну и сегодня там видно же, невозможно, мол, совместное проживание. Оно и до сих пор Почему невозможно? невозможно? Если люди жили, у меня сейчас много знакомых, с кем я работал, где жил.
Мы когда встречаемся, они говорят, понимаешь, говорят, наше руководство, говорит, говорите так, мол, мы согласны, говорит, жить, но... Да. И самое не главное, ну вы же, да, смотрели мои ролики, что я не выступаю там против Осетии или еще что-то. Я выступаю за мир, потому что вы соседи, и мне что ингуши, вот вы как араб, да, там, что осетины, чеченцы, русские, неважно. Мы живем все с вами в одной стране, в одной семье под названием Россия. И жить мы должны в мире и согласии и понимать друг друга. Но если так сложилось исторически, кто это посеял? Сталин, да, там, с Берии. Мы это унаследовали, да, и этот вопрос нужно мирным путем решить. Но вы правильно подчеркнули, что кто-то просто не дает, начиная от Галазова, да, и вот до сегодняшний день. Люди, сами осетины там, устали, они уже устали от всего этого. Народ простой. Да, и они хотят мира, потому что мы все хотим мирно жить, замуж там, жениться, дети, работать и там воплощать свои мечты, идеи, планы. А вот такие моменты, получается, вот сегодня пригородный район, на мой взгляд, это некий такой сектор газа в Палестине. Вот что-то Так это похожее, так и есть, как да. пороховая бочка, которая может в любой момент бахнуть. А нам зачем эти проблемы? Зачем лишние? Когда можно все, как вы правильно сказали, подчеркнули, урегулировать дипломатичным путем. С помощью дипломатов, да, умной, образованной Иначе, молодежи. да. Зачем нам оружие? Зачем лишняя кровь здесь на Кавказе? Ну хватит уже. То есть за всю историю столько раз здесь проливалась кровь, да, столько слез, столько боли, столько шрамов на сердце. И Ингушетии, и Чечни, Осетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии. Все помнят, но нам, да, вот по моему поколению, будущему поколению, вашим внукам, у вас их 14, как я здесь выяснил, да, не нужно передавать в наследство все эти проблемы. Мы должны их сейчас решить, чтобы наши дети не видели конфликтов, не дай бог войны, тем более внутри нашей большой многонациональной, многоконфессиональной страны. Вот я христианин, я это подчеркну, вы мусульманин, да, вот мой друг там за кадром тоже мусульманин, ингуши почти все мусульмане, да, здесь, чеченцы и так далее. Да, не все, и мы есть же и- понимаем друг друга, да, не все, но в большей степени. Мы же понимаем, я сижу с вами за одним столом, да, прекрасно, вот, вы ко мне в гости можете приехать, а также встречу. Главное, Понимаете? суть дружбы и вот взаимоуважения. Если сегодня творится, вот смотри, допустим, вот сектор газа или что, почти 80 лет назад приютили, приняли как братьев и отплатили не тем. Очень похоже на Да. историю. Сегодня изучения Ингушетии. пригородный район то же самое, если бы это самый вопрос репрессии, еще в 91-2 году решился бы этот вопрос, не было бы этих конфликтов, не было это самое. У меня на заводе был это самое, начальник охраны Астин, он Сунжи был. И он постучался, можно зайти? Говорит, я говорю, заходи. Вот Абдуллах Хамзатович, говорит, вот вы меня, говорит, из того, что я из Сунжи, говорит, вы немного ко мне это самое, у вас неприязнь ко мне. Я говорю, знаешь, я говорю, у меня к людям нету неприязни, я говорю, вообще никому. Но неприятно то, что вы живете в чужом доме, вот 15 километров живет человек, его дом, его отец его строил, он там вырос. Ну ладно, 13 лет их не было там, выселили. Ну вернулся человек, грузины же вернули, я говорю, дома. Ну вернули бы, мы жили бы мирно. Но все равно было, ну зачем надо было, я говорю, все время разжигаете, все это. Не даете жить. Да, не даете, Так вот. не на работе, было негласное указание. Не хоронить. Вот сейчас посмотрите, вот, он вот умер Лянов, мы с первого класса вместе учились, просто потом у нас разные мировоззрения были. Да. И этот парень умер, его хоронят, смотрю, с больницы там. Гадкие слова говорят, да. Уже с мертвыми даже воюют. Да. Какая разница, где кого хоронят? Похоронили на кладбище же, а Его не на отец улице. там похоронен, его мать Да. похоронена, его все предки там похоронены. А его, оказывается, 70-летнего человека нельзя там похоронить. Конечно. А самое главное, насколько мне известно, я когда с другом летаю за границу, он мне говорит, ты страховку оформил? Я говорю, зачем? Ну, он там стоит 1000 рублей, грубо говоря. Я этого не понимал. Он говорит, если со мной что-то случится, мы там в море утонули, Да. не дай бог, или что-то еще, Привези дай меня мне на слово, кладбище. что ты мое тело доставишь в Ингушетию, и я буду похоронен у себя в Базоркино, на, ну, вот, Мочеюр, Кладбище на да, нашем, на да. кладбище, да, вот там. Я не понимал, а потом, когда стал вот за 6 лет проникаться ингушской культурой, традициями, обычаями, я понял, что ингушам чужого не надо. Им нужно свое. Им ни кусок земли чужой не нужен. Их нужна их исконная историческая земля, с которыми они пришли в состав Российской империи 255 лет назад. Все. Ни сантиметра квадратного метра больше, меньше. Вот и все. Они хотят родиться здесь, да, работать, могут жить где угодно, но и умереть они хотят здесь и лежать рядом
с матерью, отцом, там, дядей, Да, да. братом, то есть с семьей. Поэтому Это родовые святое. кладбища. Сегодня, вот да. видите, я Гусрееву, мы встретились там на свадьбе у Хамшиева Билана, дочка выдавал. Я ему говорю, я тебе все прощаю, я говорю, за то, что ты, ну, за живыми я не обязательно, я говорю, но за то, что мертвых, я говорю, ты не бросаешь, поэтому Да, он... кладбище, он везде. Ну, приятно, когда подъезжаешь, ограда, все красиво, убрано, кладбище чисто. Приятно же. Да, конечно. Но он же не разделил ни христианские кладбища, ни самое это, ни все. Жили казаки здесь, жили. Вот я на кладбище пойдешь, смотришь, сделали заборы аккуратно, все, обновили эти памятники, все эти кресты. Нет у нас, мы не воюем с мертвыми. Я нашел камни, да, могильные, ингушские. По-моему, Куртат на повороте, там есть небольшой мост через реку Камбелеевку. Я туда залез, я это снял. И там действительно мост этот сделан из этих камней. Ну, я показал. Ну, увидели жители Северной Осетии, подписчики мои, да, тоже из Осетии. Ну, увидели вы, тихо поехали, убрали, позовите меня, снимем вместе, как мы убираем, заливаем заново там. Покажите ингушам, покажите, что вот это совершили. С Торца на Октябрьское проезжаешь, мост. Мы маленькие были, все время играли. Вот. И я смотрел как раз под этим мостом один памятник. Ахриевов, такой-то мальчик, этот памятник. Потом еще из памятников мосты делали, из памятников фундаменты делали. Ну что это? Я недавно в соцсетях, запрещенном социальной сети Facebook на территории Российской Федерации, увидел пост от ингушской семьи, которые 20 лет проживали за границей и, видимо, к старости решили вернуться в Ингушетию. Они, значит, описывают жизнь в Ингушетии, то, что вот как бы не видели в реальной жизни, но увидели. И они назвали, что Ингушетия превращается в Арабистан. Они заметили, что здесь много арабского стало появляться. А как вы считаете, это вот правильно или все-таки нужно не уподобляться другим народам и сохранить вот свои традиции, свою одежду? Ну, дело в том, что Почему вот это? арабского в принципе нет. Они просто хватаются за все, что попало. И арабское, и посмотришь там, и русское, и что ты хочешь. Но женщина, в принципе, она обязана закрывать свое, кроме лица и рук, чтобы не выставлять свои достоинства. Да. Не, имеется в виду... А что касается молодежи, ребят, они должны вести себя по национальной одежде и не выделяться. Вот женщины, русские, монашки, они как? Полностью закрываются? Лицо видно, а все остальное Кроме видно. лица все у них закрыто, так? Да. Другие национальности свои тоже самое. Но когда ингушки закрываются или открывают, кроме лица закрывают тело, почему-то это само возникает. Депутаты носят сегодня бороды, цыгане бороды носят. Почти все национальности. Евреи бородатые, да, евреи бородатые, все. Но если мусульманин с бородой где-то появляется, то это вызывает какой-то ажиотаж. Почему? Главное, чтобы у него это самое намерения были благоприятные. Да. Все твои дела, все будет в том свете по твоим намерениям. Ну, как говорят мои подписчики, не кавказцы, не мусульмане, да? Они говорят, как ты в горы с ними поехал? Они ж бородатые, там с кинжалами, ножами ходят. Ты же русский, там тебя, типа, замочат, на шашлык тебя пустят. Да, злой чечен, тоже кинжал. Я говорю, ребят, успокойтесь. Я говорю, это горец, я говорю, это мужчина, он должен так выглядеть грозно. Как говорит ингуши, говорит, не сдавай нас и секреты не рассказывай. Я говорю, ну здесь-то в сердце, говорю, они добрые, как дети почти. Это было дело. Они говорят, ты их не боишься? Я говорю, я их не боюсь, я их уважаю. Я говорю, каков привет? Такой ответ. Да, и я с кинжалом не приезжаю на Кавказ, да, я с миром прихожу сюда. Если сегодня носить национальную одежду, то ингуши всегда, ингушские женщины, еще я с детства помню, и вообще по старинным фотографиям, если посмотришь, у них всегда было закрыто, самое закрыто, руки, только руки и лицо было открыто. Открыто, да, ну красиво. Это красиво. А вот сейчас начинаю, нет, это не ингушский. Какой ингушский? Даже мужчине от колена до пупка это считается нежелательно. Да. Вот я бываю и на море бываю, все равно я стараюсь уходить отдельно, там, это самое, но всегда одеваю длинные шорты и майку. Потому что выставлять свое тело на показ всем даже некрасиво. Но сегодня получается, это, мол, не ингушская, это ингушская форма очень красивая. Очень красивая. Очень красивая. Да. И это самое, как я тебе говорю, у нее всегда была закрыта. Женщины всегда были, кроме рук и ног ничего не было. Так и у мужчин красивая. Это не арабская. Арабская, да, просто по своей, но все равно хиджаб там. Но ингушская то же самое, наподобие, даже доисламская. Доисламская. У них было закрыто все. А самое главное... Мужчины тоже самое были. В черкесках, в попахах, открыто.
А По сегодня классике. начинает это самое молодежь, говорит, там можно это самое, футболки, там, майки, Майки, там, да. тоже не можно. Да. Ну, просто-напросто надо уважать, даже если вот ты пришел в мечеть, ты же идешь молиться, ты же стоишь перед Аллахом. А перед Аллахом раз стоишь, что если ты, допустим, перед тестем своим не становишься так, а перед Аллахом некрасиво просто, надо одеваться. Ну да. Мы с вами были вчера на открытии локации ЦЛА. Да, была приятная с вами встреча. И вы видели там тоже мечеть, заходили, думаю, в нее. Вот смотрите, я настолько был воодушевлен. Сначала, когда приехал в Ингушетию 6 лет тому назад, в апреле 2019 года, в Гули стоит мечеть. Она мне Знаю. сразу понравилась. Такая же есть около аэропорта. Меня спрашивают ингуши, чем она тебе, почему понравилась? Она же есть больше, красивее. Я говорю, потому что она не в арабском, не в турецком стиле, Много а в ингушского. ингушском. Я говорю, вот минарет в виде ингушской башни. Я говорю, как красиво. И вот Алаудин тоже постарался сохранить всю эту ингушскую культуру, да, и сделал мечеть, похожую на храм Тхаба-Ярды 8 века. Вот пересекается вся эта культура. Лишь бы они в ту веру не перешли. Да, нет, не перейдут. А вечером, когда солнце зашло за горизонт, там наверху башни, как вот у вас на минарете, да, получается уже здесь раз мечеть, как да, сигнальные огни, вот он изобразил это все. И можно вечно смотреть на это же красиво. Нет, я вот вчера смотрел, мне, в принципе, дизайн очень понравился. И мечети, и вообще это кафе, и барбекю, и все. И то, что он внизу там строит, это самый гостиничный комплекс. Очень приятно, очень красиво, в ингушском стиле. Да. Да, и самое главное, вчера вот этот воздух на меня, это самое, я почти полгода не был в горах. Вчера тоже не хотел, но он попросил, я поехал. Ну, правильно. И с собой взял, со мной были алимы. Да, Ну, брат был, и алимы со мной были. И ему приятно, по крайней мере, он старается для народа своего. Он То, что патриот. делаешь для своего народа. Завтра, вот это мой дедушка построил, и мой отец построил. И что. Вот все дела, твои благие дела, они остаются. Да, конечно. Вот мой отец умер уже 6 апреля, было 50 лет. Сегодня его все вспоминают, даже кто его не знал. О нем все время только хорошо говорят. Почему? Потому что он никогда Плохого не было. для себя этого не было у него. Все время он жил для народа. Да, молодец. Вы бываете на своей исторической родине? Да, я разов 35 был там, 16 раз хадж, и на умру каждый год езжу. Дети были, и жена, и все. Но мы поддерживаем отношения. В прошлом году двоюродные братья приезжали сюда. И я бы еще так хотел спросить у вас вкратце про семью. Я упомянул про 14 внуков. Просто большой молодец. Сколько у вас сыновей? От кого? Ну, внуки, просто так для моих подписчиков им интересно. У меня 2 сына, 2 дочери. У старшего сына 5 детей. Он уже дедушка, дочка вышла замуж, внук родился. Второй сын, вот, вы видели, у него старшая девочка и 3 пацана, 4 детей. У старшей дочери 1 дочка, правда. У второй 2 сына и 2 дочери, 4. Они в Москве, В Москве. да, а старшая в Волгограде. Дай Бог всем здоровья. А внучки уже это самое. Да, Вторая сейчас тоже закончила учиться. все уже большие. 3 уже в 11 классе сейчас переходит. Ну и внук старший уже в 9 классе. А Всё, остальные жених уже. школьники маленькие. Да, видел. Этот самый младший тут бегает. И, Абдуллах, что бы вы могли посоветовать, да, дать такое напутствие молодежи, будущему поколению? Быть едиными, верить в единого Аллаха, не спорить по пустякам, не спорить. Если какие-то вопросы, решать мирно. Не надо вдаваться в экстремизм, разделять людей, разделять на хороших, на плохих. Есть хорошие, есть плохие, но нужно наставлять на истинный путь. Не надо это самое. Сегодня молодежь говорит, мои родители там то все. Я скажу им другое. Сегодня ингушские родители, старики, которые пережили вот это все, это самое во время революции, после революции, до революции, в царское время. И Сибирь, Казахстане, если бы они не были бы мужественными, если бы они не были верующими, если бы они не сохранили народ
за эти годы, голод, холод, они сохранили эту нацию. Они должны быть благодарны этим людям, которые они умерли. Сегодня их нету, но все равно Да, и благодаря единству выжили. выжили. Да, это самое главное. Причем единство не только одних ингушей, и чеченцы были вместе, а то, что сегодня происходит, Но это старики, я имею в виду, я не Да. отождествляю чеченцев, Да, ингушей, войнахи. потому что это войнахи, это мусульмане, это братья, хотим или не хотим. Ну да, есть некоторые там, кто сам ведет себя не так. Вот поэтому мы и говорим, что мы должны быть едиными. И на такой позитивной, хорошей ноте я хотел бы вместе с Абдуллахом закончить нашу встречу. Хочу пожелать вашей большой семье счастья, здоровья, вашему дому света, добра. Пусть здесь всегда будет все хорошо, чтобы вы никогда не знали бед. Вам большое спасибо за патриотизм. Хоть вы не являетесь, да, ингушом, как я, но вы любите Нет, Ингушетию. я- Сердце вы ингуш, Сердце как я. ингушское. Да. Мы с вами этим похожи, поэтому... Араб с ингушским Да, сердцем. поэтому встретились. Ну, а вам, если не сложно, поставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующий выпуск. Иди сюда. Можно. Это вот как раз-таки один из младших, да, внуков. Предпоследний. Да, первый класс пошел мальчик. Зовут его Абдуллах тоже. Да. Красавчик, видите. И самое главное, берегите себя в эти нелегкие времена. Увидимся в следующем выпуске. Меня по-прежнему зовут Артем. Пока. Спасибо. Спасибо. Пока.